Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Задержан ректор Арктического госуниверситета. За 4 года вуз незаконно получил 250 миллионов рублей. Резкого скачка энерготарифов для северных районов Якутии не будет. Механизм выравнивания сохранится. Контролировать уровень сахара в крови стало проще. Якутские эндокринологи начали применять новое устройство. Более четверти миллиарда рублей за обучение несуществующих студентов. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении руководства Арктического государственного агротехнологического университета. По сообщению региональной прокуратуры, вузам в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получено более 250 миллионов рублей. Кроме того, Следственным комитетом Якутии в отношении ректора, являющегося депутатом, возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Дела соединены в одно производство. Ректор задержан. Как полагает следствие, ректор с работниками вуза обеспечил внесение ложных сведений в документы учреждения, по которым они переводились на последующие курсы. Оттуда по достижении 4-го курса отчислялись в связи с неуспеваемостью. Что касается выделенных на обучение денежных средств, они изымались должностными лицами из числа руководства Арктического госуниверситета на цели, не связанные с обучением студентов. Механизм выравнивания энерготарифов в Якутии в следующем году останется неизменным. Об этом заявил глава республики А.С.Н. Николаев на своей странице в Инстаграм. Стоимость электроэнергии в регионе и дальше будет субсидироваться за счет небольшой надбавки по отношению к тарифам для потребителей центральных регионов России. Таким образом, для потребителей Сахаэнерго с дизельными станциями в Северном энергорайоне тариф составляет 5 рублей 30 копеек за киловатт-час, хотя реальная стоимость гораздо выше. Для достижения этой цели правительство республики в течение года вело работу с федеральными органами власти. И вот мы получили недавно хорошую весть, что из правительства вышел проект федерального закона, в котором на 2021 год механизм сохраняется. При этом до 2028 года механизм сохраняется для всех предпринимателей. Раньше были проекты для крупных предпринимателей, это тоже типа потихоньку отменить, но сейчас решили, что для всех предпринимателей это надо сохранить до 2028 года. А население как платило свой льготный тариф, там с ежегодной индексацией, так и будет всегда платить. Началась перевозка топлива по круглогодичным дорогам, а с открытием автозимников перевозки станут интенсивными. До производственных участков ГУП ЖКХ в села уже доставлено более 50 тысяч тонн из запланированных 570 тысяч. Однако теперь теплая погода лишь мешает, сроки открытия автозимников отодвигаются. О вопросах, которые предстоит решить, Анна Васильева. Дороги Арктики – это свыше 6500 километров. На 8 участках движение уже открыто, однако в этом году теплая погода может действительно сыграть злую шутку с дорожниками. В связи с устоявшейся теплой погодой в этом году планируется открытие автозимник с опозданием от многолетних средних сроков. В данное время мы проводим работу по измерению толщины льда, трассировки и пробивки автозимников. Помимо аномального тепла, нынче коррективы в работу сферы ЖКХ внесла и пандемия коронавируса. Всего в перевозках задействовано порядка 650 единиц автотранспорта, и сейчас разрабатывается план мероприятий, чтобы максимально ограничить контакты между водителями, а также обезопасить места их взаимодействия. Потому что, при таком скоплении автотранспорта, при этом каждая единица автотранспорта для нас это на счету, то есть объем теряется перевозки, то есть здесь очень серьезно, скажем так, последствия могут быть. Еще одна непростая задача, которую предстоит решить – это изменения в федеральном законодательстве по перевозке опасных грузов. В частности, это касается пунктов техосмотра, которых в арктической зоне попросту нет. Однако теперь требования к ним изменились. То есть на местах должен быть техосмотр, а так как в арктических улусах из-за малого количества это направление убыточное, поэтому предприниматели не открывают пунктов техосмотра. Проблема есть. Сегодня мы совместно с Госкомитетом жизнеобеспечения, Министерством транспорта, а также хозяйствующим субъектам, как Саханефтегазбыт, энергетики, вот эту проблему, но пока пытаемся решить предложение и вот изучаем.
Действительно, данные проблемы требуют слаженной совместной работы по их решению. Что касается доставки на север продуктов питания и бытовых хозяйственных товаров, львиную долю которой осуществляют частные предприниматели, то здесь остается надеяться лишь на то, что автозимники откроются все же своевременно. Анна Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Современную дизельную электростанцию введут в якутском селе Оленек в текущем году. По информации Сахаэнерго, осталось получить последний разрешительный документ. Новая ДЭС – самый мощный объект в истории существования компании. Станция создает условия для развития труднодоступного населенного пункта, обеспечивает надежное электроснабжение потребителей не только самого Оленька, но и заречного села Харыялах, приводятся слова гендиректора компании Гаврила Алексеева. Сообщается, что новая автоматизированная ДЭС мощностью 4700 киловатт состоит из производственного корпуса, расходного склада дизельного топлива, модульной котельной и инженерных сетей. Теперь об эпидобстановке в регионе. По данным Оперштаба, 219 случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Якутии, в том числе 49 носителей. 119 приходится на Якутск. Большее число заболевших по районам выявлено в Вилюйском, Нерюнгринском и Оленекском по 7 случаев. В Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском и Оленекском по 6. По 4 случая зафиксировали в Мернинском, Сунтарском, Усть-Майском и Хангаласском. Также от 1 до 3 заболевших еще в 11 районах Якутии. За последние сутки от COVID-19 в республике скончался 1 человек. В Нюрбинском районе ситуация по заболеваемости COVID-19 подбирается к плато. По сравнению с серединой ноября стала намного лучше. Какова обстановка в районе, узнавал Роман Савинов. В Нюрбинском районе ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией идет на спад. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе оперативного штаба района, медиков и, конечно же, этому поспособствовало соблюдение гражданами всех санитарно-эпидемиологических требований. На сегодняшний день в районе 138 больных с подтвержденным анализом ПЦР, из них 120 лечатся амбулаторно. С начала этой недели уже, можно сказать, ситуация в Нюрбинском районе стабильная. До этого мы говорили стабильно напряженно, но с понедельника уже идет немножко снижение, но мы не успокаиваемся, готовы быстро сработаться. А также вот я подчеркну слаженную работу эпидбригад, Центральной районной больницы, оперативного штаба Нюрбинского района, глав поселений и всех, кто задействован в этом мероприятии. На сегодняшний день в районе развернуто 100 койко-мест для больных ковидом с возможностью увеличения мест до 150. В настоящий момент в связи со спадом заболеваемости на стационаре лечение проходят 18 человек. В связи с этим планируется уменьшить койко-места. В настоящий момент мы отмечаем некоторую стабилизацию ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Нюрбинском районе. Если у нас в октябре и в ноябре была резкая вспышка, то есть рост заболеваемости, то на сегодняшний момент отмечается как бы плата, то есть стабилизация и даже в некоторых случаях снижение количества больных именно для нуждающихся в стационарном лечении. Сокращение койко-мест у нас будет, потому что нуждающихся, как я сказала, в госпитализации у нас становится меньше, но резерв коек у нас будет сохранен, то есть при неблагоприятном развитии событий мы будем развертывать койки прямо в течение нескольких часов. Резкая вспышка в заболеваемости ковидом в Нюрбинском районе наблюдалась в начале октября, а самый пик пришелся на середину ноября. Сейчас резкий рост заболеваемости удалось прижать, но несмотря на все это, никто не расслабляется. Соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок и перчаток по-прежнему остаются эффективными в борьбе с ковидом. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Контролировать уровень сахара в крови стало проще. Якутские эндокринологи начали применять новое автоматизированное устройство для этих целей. О преимуществах наноприбора. Материал Дмитрия Тымырова. Устройство непрерывного мониторирования глюкозы, он примерно состоит из следующих частей. Да? Это сам сенсор, является одноразовым, это вот расходный материал. Он устанавливается на теле, допустим, вот пациента с помощью вот такого устройства. Введение практически безболезненное. Устанавливается сенсор сроком от 1 до 6 суток. Новый аппарат с размером с 5-рублевую монету прикрепляется к пациенту и через Bluetooth передает все данные в мобильное приложение. Что делает это устройство? Она каждые 5 минут измеряет сахар в крови, глюкозу крови, точнее в интерстициальной жидкости, если быть
точным. И передает все данные в телефон, мобильный телефон. И, соответственно, все данные автоматически дублируются доктору в компьютер. И доктор уже может как в режиме реального времени наблюдать за ним, так и формировать какие-то отчеты, необходимые ему. И, соответственно, применять эти данные в практике. Наноаппарат не только прост в использовании, но и весьма прочен. И он практически не боится воды, что позволяет людям с сахарным диабетом посещать бассейн, принимать водные процедуры, а также заниматься спортом. Это буквально первые дни, когда мы данный прибор получили. Я считаю, что мы его апробируем в нашем головном учреждении по эндокринологической службе, эндокринологическом диспансере. Затем Министерство здравоохранения будет заботиться о том, чтобы мы внедрили это в поликлинике, в районы и так далее. Как отметили в Министерстве здравоохранения, на сегодня сахарным диабетом на территории Якутии болеют порядка 24 тысяч человек. И применение новых технологий в медицине дает возможность пациентам с этим диагнозом жить полноценной жизнью. Дмитрий Тамыров, Георгий Григорьев, Якутск. Медалями за проявленное мужество награждены 7 юных якутян. Награждение юных героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, стало доброй традицией. Мероприятие организует Совет Федерации при поддержке МЧС. Каждая история героизма уникальна. Так, 13 июля этого года 3 друзей из села Графский берег Намского улуса пошли купаться. В этот день стояла знойная жара, но в какой-то момент внезапно начался дождь, ветер усилился. Волны и течения большой реки стали резко усиливаться. Со стороны берега послышался крик о помощи. Один из друзей, не раздумывая, бросился помогать утопающим. Потом к нему присоединились 2 друзей. С помощью спасательных жилетов парни спасли 2 девочек. Утонул один человек. Потом я поплыл за ней, помог, спасал ее. Потом подплыл еще мужчина. Он спасал со мной. Потом устал, видимо, и ушел сам. Я один ее тащил. Потом ее вытащил, потом вторую девушку тоже начало течением сносить. Я за ней тоже поплыл, ее вытаскивать начал, сам чуть не утонул. И потом я кричал, принесите круги, бросайте круги. Все начали бросать круги. И вот я ее посадил на круг, вытащил. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску. Оставайтесь с нами.